Прозвенел звонок. Мы приглашаем вас на урок математики. Урок математики проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. С нами работает переводчик русского жестового языка Алина Николаевна. Откройте тетради, приготовьтесь к уроку. Сядьте правильно. Записываем дату. 23 апреля. Познакомьтесь с девизом сегодняшнего урока. Есть о математике молва, что она в порядок ум приводит, потому хорошие слова часто говорят о ней в народе. Ну что ж, займемся математикой, которая ум в порядок приводит. Предлагаю посчитать устно. Я вам называю примеры, а вы записываете только ответы. Приготовьтесь, слушайте внимательно. 1/10 увеличьте на 2 единицы. Найдите сумму 7 и 5. Первое слагаемое 6, второе такое же. Найдите сумму. Чему равна разность чисел 14 и 2? И последнее задание. К ненатуральному числу прибавьте 12. Ну что ж, друзья, что у вас получилось? Давайте проверим. Если вы считали правильно, то в ответе у вас одинаковые числа. Число 12. Возможно, кто-то из вас знает, как в народе называют число 12. Дюжина. А знаете ли вы, что сейчас мы используем десятичную систему счета? Раньше совместно с десятками использовали дюжины. Вспомните количество месяцев в году. Их 12. 24 часа в сутках – это 2 раза по 12. 60 секунд в 1 минуте – это 5 раз по 12. Видите, как удивительно? Число 12 является основанием 12-ричной системы исчисления. Первыми считать дюжинами стали древние шумеры. Основой послужили пальцы на руках. Если посчитать все фаланги, кроме большого пальца, то всего их получается 12. Давайте попробуем это сделать. Приготовьте правую руку. Согните внутрь ладошки большой палец. И сгибаем сверху остальные. Давайте посчитаем фаланги пальцев. Их должно получиться 12. Итак, приготовились. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь вы знаете, откуда появилось название дюжина. Предлагаю решить круговые примеры. Напомню, ответ первого примера должен являться началом второго. Рассмотрим
первый пример. Запишем к себе в тетрадь. 12 минус 9 получится 3. В ответе 3. Значит, второй пример, который вы будете записывать, должен начинаться с цифры 3. Найдите, пожалуйста, глазками следующий пример. Записываем этот пример к себе в тетрадь. 3 плюс 6 равно. Рассуждая таким образом, расположите, пожалуйста, примеры по заданному условию. Считайте. Вы выполнили задание. Давайте проверим, что у вас получилось. 12 минус 9 равно 3. 3 плюс 6 получится 9. 9 плюс 4 сумма равна 13. 13 минус 8 разность равна 5. 5 увеличиваю на 9, получится 14. Из 14 вычитаю 6, будет 8. 8 увеличиваю на 4, получаю 12. Если вы считали правильно, то круговые примеры у вас составлены. Ну а теперь предлагаю задачку. Найдите, пожалуйста, чему равна длина стороны квадрата, если известно, что периметр квадрата
равен 12 сантиметрам. Давайте начинаем рассуждать. Периметр – это сумма длин всех сторон. Сколько сторон у квадрата? Напомню вам, что у квадрата все стороны равны. Все стороны имеют одинаковую длину. Попробуйте методом подбора ответить на вопрос, чему же равна длина стороны квадрата. Догадались? Если я 4 раза сложу одинаковое слагаемое, 3, то и получу 12 сантиметров. Если периметр данного квадрата равен 12 сантиметрам, то сторона квадрата должна быть равна 3 сантиметрам. Мы с вами выполнили задание, нашли ответ на вопрос. Постройте, пожалуйста, квадрат при помощи линейки и остро отточенного карандаша. Сторона квадрата 3 сантиметра. Переходим к следующему заданию. Итак, внимание. Посмотрите на свой чертеж. Представьте себе, что это крышка стола. У квадратного стола отпилили один угол. Сколько стало углов у стола? Не торопитесь давать ответ. Ну что ж, проверяем. Вот так выглядит спиленный угол. И теперь наш квадрат превратился в пятиугольник. Ответ – 5 углов. Проведите, пожалуйста, линию, которая поможет вам найти ответ на этот вопрос. Посчитайте углы у получившейся фигуры. Вы убедились? Их 5. Хорошая задача. Предлагаю сравнить выражение. Что значит сравнить? Вы умеете это делать?
Посмотрите, пожалуйста, на запись, которая появляется на экране. Какое из предложенных вам выражений можно сравнить, не вычисляя? Конечно же, первое. 7 увеличили на 2, а с правой части 7 уменьшили на 3. Дорогие математики, вы знаете, что сумма всегда больше одного из слагаемых. Значит, первая запись не должна вызывать трудность. 7 плюс 2 больше, чем 7 минус 3. Выполните работу дальше. Не забудьте находить значение. Давайте проверим, что у вас получилось. 6 плюс 6 получится 12. 15 минус 3 получится 12. Значит, левая часть равна правой части. 9 плюс 9 получится 18. 18 больше, чем разность чисел 15 и 5. Переходим к решению задач. В одной вазе 9 конфет. Во второй вазе на 4 конфеты меньше. Сколько конфет в двух вазах? Сюжет задачи вам понятен. Скажите мне, пожалуйста, можем ли мы ответить сразу на вопрос задачи? Нет, потому что нам неизвестно количество конфет во второй вазе. Достаточно ли в задаче данных, чтобы найти ответ на этот вопрос? Конечно, сказано, что во второй вазе на 4 конфеты меньше. В скольки действиях задача? В 2 действиях. Решайте задачу самостоятельно, а чуть позже мы проверим.
Пришло время проверить. Итак, в первом действии мы нашли, сколько конфет во второй вазе. 5 конфет. Во втором действии мы нашли, сколько всего конфет в 2 вазах. Если в первой вазе 9 конфет, во второй вазе 5 конфет, то в 2 вазах 14 конфет. Записываем ответ задачи. А сейчас, дорогие первоклассники, предлагаю вам самим составить 3 примера по схеме. Рассмотрите схему. Чему равна сумма в каждом из примеров? 12. Каждое слагаемое, обратите внимание, это однозначное число. Итак, задание. Составьте 3 примера. В каждом примере должно получиться 12. Думаю, вы сделаете это без труда. Предлагаю проверить вам себя и предлагаю возможные варианты ответов. Обратите внимание, что примеры располагаются в паре. 9 плюс 3 – 3 плюс 9. 8 плюс 4 – 4 плюс 8. 7 плюс 5 – 5 плюс 7. 6 плюс 6 равно 12, пары не имеет, потому что составлена из одинаковых слагаемых эта сумма. Наш урок заканчивается. Предлагаю вам оценить свою работу треугольниками. Отметьте на полях задание, которое было для вас самым интересным. Изобразите треугольник зеленого цвета. Нарисуйте на полях треугольник красного цвета рядом с тем заданием, которое вызывало затруднение.
Если никакое задание для вас не было сложным, то треугольник красного цвета можно не рисовать. Спасибо вам за работу. Наш урок закончен. Звенит звонок. Начинается перемена.